Это программа «Актуальное интервью» и с вами Туяра Константинова. Гость нашей студии – председатель Международного фонда «Боевое братство без границ» Виктор Михайлович Сивухин. Добрый день, Виктор Михайлович. Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, Туяра. Виктор Михайлович, сегодня тема нашей передачи – это помощь раненым бойцам. Хотелось бы начать разговор с истории нашей землячки, санитарки, участницы специальной военной операции Даяны Степановой. Как вы познакомились и почему вот ее история вас затронула, и вы решили протянуть руку помощи этой девушке? Я работаю по поручению правительства. Татьяна Алексеевна Голикова подписала поручение в 22 году, 29-го. Там указания всем: министру здравоохранения Мурашко, министру обороны. Все, что указано в моих письмах, а я всегда правду докладывал. Я сам белорус, вот сейчас я гражданин России, я всегда правду докладывал в письмах. И писал Катюше. Всем первым лицам писал, что происходит с 300-ми, которые возвращаются в госпиталя. А тогда же опыта не было только у военных. Ну, а потом, вы же видите, потоки, и вот начали и гражданские принимать. А понятно, что они же такие раны не видели. И вот я, когда Даяна вот показала рану, я, конечно, удивился, как ее вообще с госпиталя выписали, почему выписали с госпиталя. Но самое интересное, вот, на протяжении, вот, сколько я в госпитале не был, кроме Красноярска, да, к ней ни разу не шел психотерапевт или психиатр, который мог бы поговорить и повернуть ее немножко, вот, как у любого участвующего в войне, нужно на 180 градусов повернуть сознание, потому что он с войны просто сам не выйдет. Единственная у нас реабилитация была, как у афганцев, это водка. Вот и получается, что мы начинали выпивать. Солдаты, мы же воевали с 18-летними пацанами, 18-20 лет. Это же вообще. А Даяне 23 года. Ребенок еще, поверьте, что увидеть то, что она видела своими глазами, я представил. И немножко там даже видео кое-какие посмотрел. Конечно, я понял, что если мы не поставим свое братское плечо этой девочке, то она может не захотеть дальше жить в таком обществе, в которое она возвращается с войны. Потому что оттуда возвращаются люди с обостренным чувством справедливости. Вот все это вещизм, трепизм, все это уходит напрочь от человека. Если он реально был на передовой, если он реально видел, как на его глазах погибают, или как умирает тот же раненый. Когда его эвакуируешь, все равно, если вдруг тяжелое ранение, то тяжело спасти. Я знаю, что с нашими коллегами из телеканала «Звезда» вы готовите сюрприз для Даяны. Я совсем скоро об этом узнает вся страна. Давно сотрудничаю с телеканалом «Звезда», и мне позвонили, Виктор, какие есть интересные истории. И я всегда им давал. И вот я говорю, есть уникальные, и они говорят, пришлите что-нибудь. И когда я прислал, они с ней связались, все, говорят, Виктор Михайлович, обязательно. И вот 6-7 сентября будет запись, поэтому ее сюда привезут. Ну и, естественно, это будет и ей сюрприз, но будет больше сюрприз тех, кого она заявила, кого бы она хотела увидеть. Потому что, вот я говорю, человек в бою, и в такой ситуации, когда тебя жизни лишают, ты раненый, и ты знаешь, что ты можешь умереть в любое время, и потом к тебе приходит на помощь, ты каждое слово помнишь на всю жизнь оставшееся. Кто что сказал, что первая медсестра сказала, когда ты уже понимаешь, что ты где-то у медика в руках, ты уже расправляешь плечи и знаешь, что ты уже будешь жить. Потому что у нас вот в Афганистане, вера была медиком, безусловная была вера. Если ты уже на вертолете тебя привезли и опустили в медсанбат, значит, ты выживешь. Вот так, видимо, и Диана получилось. Вот когда вот она мне рассказывала, как она впервые о Боге вспомнила, когда вот мина разорвалась в ее ногах, да, и она летела 4 метра, и ударилась о землю, и она не чувствовала, что у нее живот болит. А у нее уже было в животе дырище огромное, осколок, вот пол кулака пробил ей живот на уровне пупка, и застрял в позвоночнике, и вывернул позвоночник. Но врачи удивлялись, 6 врачей вот этих вот нейрохирургов, как? Такого не бывает, чтобы не нарушить нерв. А нерв нарушить, это уже все, это уже чистый инвалид сразу, это уже, представляете, если... И вот поэтому... Конечно, вот эта вера в Бога. Кого она пригласила, кого хочет она видеть, интересно? Как она мне сказала, пригласила весь свой эвакуационный отряд, который с ней был на задании. Отряд Ботур. Да. Вот. Она рассказывала потом, как вот тут Мишка находится. Вот. И это, естественно, нельзя было взять, потому что он большой. Он как настоящий. Это медведь, это символ России. И вот это Даяне друзья подарили, которые ее потом эвакуировали и донесли до Слатова, до медсанбата.
ну, когда и операция, когда он уже потерял сознание до операции. Это они несли, бежали якуты, друзья якуты. Вот почему я хочу сказать, что Якутию я вообще влюбился, потому что вот такая дружба ваша, да, вот волонтерское движение смотрю, вот помогаете моментально. Ну, она же детдомовка, у нее родственников, там бабушка, там, ну, может быть, вроде бы тетя и дядя объявились где-то. Но на самом деле-то она, ну, себя одиноко считала. И она верит только бабушке, потому что бабушка вот первая к ней приехала, когда она открыла глаза и увидела бабушку. Вот. Сейчас для меня Даяна, ну, как родная дочь. Виктор Михайлович, вы боевой офицер, кавалер 2 орденов Красного Знамени, прошли Афган. Сейчас активно защищаете интересы участников специальной военной операции. С какими вопросами к вам чаще всего обращаются бойцы? Вопросы разные. Вот. Но сегодня же существует, с 3 марта 2022 года существует согласно указа президента Государственный фонд «Защитники Отечества». И возглавляет его замечательная женщина от Бога, которая стала, знаете, как вот богиням крыльями защищает их от Смоленска, Дальнего Востока. Она буквально за месяц создала 98 филиалов Фонда защиты Отечества. И вот если вот сейчас, после того, как создался фонд, наш фонд занимается вопросами точечно. Где-то что-то вот не получается, и тогда они вступают, волонтеры, в наш фонд, или их семьи, или вдовы, и тогда мы начинаем плотно заниматься судьбой каждого человека, который обратился к нам за помощью. Потому что у меня такой принцип, я не могу помочь тому, кто не хочет нашей помощи, я не могу ему помочь. А кто хочет помощи, вот помогаем. Вопросы разные. Есть невыплаты пока еще. Есть еще ребята, которые не поменяли, вот как Айдамиров Амар Салымбекович 4 апреля 2022 года отрыв ноги под Изюмом. До сих пор, вот, слава богу, удостоверение ветеранов бездействия мы ему вручили. А у него еще 3 группа инвалидности, бог с ним, ноги нет. Это пусть они там сантиметром меряют себе ноги, кто такое придумывает. Пальца нет там 3 группа, и ноги нет 3 группа. Вот, кто придумает, я не знаю, но у него запись. Причина инвалидности – общее заболевание. А у него была категория «прочие», он был доброволец. Эти ребята все первой волны пошли первые за верховным своим главнокомандующим Путин Владимирович, которым мы очень уважаем, ветерана боевых действий Афганистана, очень уважаем и ценим, и за него мы готовы сегодня в бой пойти, мы 70-летние ветераны. А вот такое отношение, конечно, мне непонятно. Виктор Михайлович, вы вот недавно встречались как раз с Марией Егоровной Емельяновой, это наш уважаемый человек, председатель комитета родителей солдатов и матросов нашей республики. Как вы считаете, важно ли поддерживать такие вот сообщества? Во-первых, да, вот волонтеров? она пришла ко мне на офис, и знаете, как будто свет зашел, такой лучистый свет. Она светлая женщина, поэтому она, наверное, и вот всю свою энергию, все свое личное время посвятила, будем говорить, чужим детям. Она узнает проблемы у ребят, которые служат там в армии, в военно-морском флоте и так далее, и пытается вместе с командованием их решить. Это здорово. Вот я же знаю, комитет солдатского комитета в мирное время, он огромную помощь оказывает командиру. Но, к сожалению, есть командиры, которые пытаются ЧП загладить, которые пытаются дедовство закрасить, а потом беда. Вот поэтому они, некоторые, естественно, я представляю, какие тяжело, и будут там и наговаривать что-нибудь на нее и так далее, и так далее. А вы спросите вот у тех солдат, которым они пришли на помощь за период их службы в армии, когда войны нет. А сегодня тем более. Тем больше сегодня будет организаций, которые будут оказывать внимание этих ребят, их проблемы, показывать чиновникам, чтобы они их решали. Тем быстрее они вернутся к мирной жизни, тем быстрее они станут золотым фондом и Путина Владимировича, и нашей новой России. Вот эти ребята, которые вернутся с войны. Многие же тоже не раненые вернутся. А если их потом делить на раненых, не на раненых, это тоже будет проблема. Поэтому сегодня, сам Бог велел, вот мы почему-то, славяне, только начинаем уметь дружить, когда у нас беда. Вот сегодня у нас беда, поэтому, естественно, нужно дружить. Независимо ты, белорус, якут, прибалт, и кто здесь живет в России. Все мы русские. Наша передача посвящена именно работе с ранеными. Как вы считаете, какой должна быть идеальная модель работы с ранеными, на ваш взгляд? И есть ли интересные, хорошие примеры в других регионах? Самое главное, вот когда человек возвращается с войны,
после ранения, просто возвращается. Если он поймет, что он кому-то не нужен, тогда будет беда. Поэтому вот и задача и общественных организаций, и соседей, и просто людей вот, понять, что это война. Это война страшная, и то, что они вот сейчас видят глазами своими, оставшись живых, это надолго, и они с войны просто так не выйдут. Поэтому, конечно, нужно, чтобы и в школах вот, вывешивали их портреты выпускников в форме, без формы, красиво, в галстуке, и они уже будут себя чувствовать значимыми. С этих вот ребят нужно обязательно создавать такие группы, которые умеют выступать, рассказывать, воспитывать молодежь, потому что их будут слушать. Их будут очень внимательно слушать от 1 до 11 класса. И этим надо воспользоваться. Ну, естественно, трудоустройство. Если только вот не поймут, что если человек, вернувшись с войны, он останется в семье, сам себе, то уже будет беда. И поэтому, конечно, вот таких примеров, допустим, я не вижу, но мне бы хотелось сказать, что вот я посещал, где слепые ребята находятся под Москвой, им реабилитацию сразу проводят, там, как отпечатать крупу там разную и так далее, и как на компьютере, кто хочет учиться и прочее, прочее. Но потом и мама их, и жены их говорили, а вот мы приезжаем домой в регионы, и как будто нас нет. Вот это плохо. Вот это плохо, поэтому нужно, пользуясь случаем, конечно, обращаюсь ко всем людям, простым людям, что обратите внимание, что действительно, да, пусть это не ваш сын, не ваш внук, просто не ваш, если живет рядом с вами человек, который является участником СВО, то нужно, конечно, ни в коем случае, я не говорю о жалости, жалеть ни в коем случае не надо. Нужно показать, что он нужный, и что именно он стоял на защите Родины тогда, когда мы были в тылу. Вот и все. А так, конечно, должна быть и государственная программа после войны. И все вопросы, которые у них записаны в законе, под жесткий контроль, чтобы их выполняли на местах. Вот тогда у них не будет ни обид, ни огорчений, и тогда они будут действительно золотым фондом и народа своего, и президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Спасибо вам большое за интересную беседу.